Всем привет, друзья! Сегодня 4-й день международных интеллектуальных игр. И за такое, как нам казалось, короткое время ребята подружились друг с другом и нашли единомышленников. Hey guys, и как всегда мы расскажем, что за сегодня произошло у наших ребят. Ну а в конце вас ждет вопрос дня, победитель которого получит приз. Прямо сейчас мы находимся в спорткомплексе «Триумф», где проходит одно из самых масштабных мероприятий – международная выставка проектно-исследовательских работ. Здесь ребята даже самостоятельно изготавливают мороженое, а в такую погоду это ведь просто необходимо. Вы когда-нибудь пробовали мороженое из кобыльего молока? Скорее всего, я даже не стала бы задумываться об этом, если бы не встретила на выставке девочек из Казахстана, которые сами проявили интерес к изготовлению такого необычного по составу мороженого. Я ранее занималась лошадями, мне очень нравятся лошади, я со 2 класса только изучала лошадей. Но мы делали эксперименты из верблюжьего молока. Мороженое получилось жирным, потому что само верблюжье молоко жирное, а из кобыльего молока оно выходит очень сладким и вообще не жирным. Таким десертом смогли полакомиться не только участники, но и посетители выставки. Мне очень понравилось мороженое девочек. Она необычная, очень вкусная. Выставка проходит в очень удобном и открытом формате в виде интерактивной стендовой презентации проектов, благодаря чему участники смогли представить свои работы не только экспертам, но и посетителям разных возрастов. В выставке принимает участие 94 ребенка. Это ребята от 12 до 25 лет. И они представляют проекты по 5 направлениям. Направление STEM, то есть это Science, Technology, Engineering, Arts and Social Sciences и Mathematics. Здесь, на интеллектуальных играх, все могут поделиться друг с другом своими знаниями и опытом, что является очень важной составляющей этого мероприятия. Ну и, конечно, каждый здесь обретает новых друзей с общими интересами и взглядами. Каждый народ по-своему уникален, и в этом мы убедимся на этом вечере национальных культур. Вечер национальной культуры – отличный шанс познакомиться с традицией, культурой наших иностранных гостей и подружиться с ними. Понимая это, я захотела проявить дружелюбие веселым ребятам из безумно яркого, красивого Казахстана. Спасибо большое за танец, Рахмет. Как ваше впечатление о Якутии? Мое впечатление о Якутии, первое ожидание у меня было то, что тут будет очень холодно и даже такой тонкий покров снега будет поначалу. Ожидания, к счастью, может, даже не сбылись, потому что тут нет ни снега, ни холода, тут жара и даже чересчур. Раз уж вечер затрагивает тему культуры и традиций разных наций, я решила познакомить гостей из Италии с нашим национальным инструментом хамусом. А вы знаете про якутский национальный инструмент комос? Это на котором играют ртом? Да. Хотите попробовать сыграть? Yes. So, excuse me. Right, no. Ok. Da dentro, così. In your cheek. So, thank you very much and good luck. Goodbye. Thank you. Можно было наблюдать, как ребята ценят и уважают свою культуру. Но если людей объединяют одно мировоззрение и увлечение, они становятся одним целым. Всем привет! Как мы знаем, правильное сбалансированное питание – это залог здоровья. Но как быть уверенным, что участники игр питаются по всем стандартам Роспотребнадзора? Давайте выясним это. Немаловажное значение для успешного проведения таких масштабных игр имеет организация качественного питания участников. Надо отметить хорошую подготовку столовых и кафе, поскольку республика не первый раз проводит такого уровня мероприятия.
Меню комбината питания Сергеля меняется каждый день. В него входят мясные блюда, различные гарниры, десерты, овощи и фрукты. А давайте узнаем, что думают дети по поводу их меню. Мне понравилось в Якутии, что все чтут традиции, и почти весь народ говорит на якутском языке и не утрачивает это все. Мне понравились люди, они тут добрые, гостеприимные, дружелюбные. Еда также понравилась, очень вкусно кормят. Мне понравились условия, на которых нас приняли, они были очень хорошие. Также мне очень понравилось на Ленских столбах, было очень красиво. Мне нравится здешняя жареная картошка. Ну а кто все-таки следит за тем, что подают нашим участникам? Каждый день на завтрак, обед и ужин в столовую приходят сотрудники Роспотребнадзора, чтобы провести очередную проверку в рамках международных игр. Перед взятием пробы лаборант в обязательном порядке должен надеть специальную экипировку и вымыть руки. Далее он приступает к делу. Специалист берет пробы с стерильными инструментами, с кухонных приборов, еды и даже воды, после чего они отправляются на проверку в лабораторию. В период сейчас игр проверки проводятся у нас ежедневно. Ежедневно проводится отбор пищевых продуктов, воды, сырья и готовой продукции, а также смывов с внешней среды на бактерии группы кишечной палочки. Но по результатам лабораторных исследований пробы у нас соответствуют. По санитарным требованиям объект также соответствует. После такой тщательной проверки мы уверены, что ребятам подают еду по всем стандартам надзорных органов. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока и до новых встреч! Дизайну и менеджменту. Специально приглашенные дизайнеры поделились опытом для юных дарований. Исходя из этого, айтишники приступили к практической части. Наша команда решила создать сайт-квест, с помощью которого жители из других стран будут укреплять свое взаимопонимание. У нас будет состоять один основной квест, и с помощью этого они будут, чтобы решить данный квест, они будут решать дополнительные задачи. Дополнительные задачи будут состоять из вопросов, например, разных культур, разных стран. Оценка проектов проводится по 3 направлениям. Лучшая идея, отличный дизайн, удобство использования и технологическое исполнение. Кто знает, именно из этих ребят мы в будущем увидим стартаперов мирового уровня. Ну а теперь пришло время огласить нашего победителя, и им стал Алексей Максимов. Поздравляем тебя! Но так как Алексей не смог подойти, рядом со мной стоит его представитель Дмитрий. Здравствуйте! Здравствуйте! Можете, пожалуйста, огласить ответ? Правильный ответ – неон. Правильно! Поздравляем вас! Также вручаем приз от нашего спонсора «Азбука». Спасибо большое! НВК, участвуйте, играйте! Сегодня мы подружились с гостями Сингапура, Фелдманом Ли, прямо на водной битве. И он с радостью поделился с нами своими впечатлениями. Якутия оказалась очень дружелюбной. Люди тут очень гостеприимны. Правда, погода слишком жаркая, но хочу поблагодарить нашего волонтера Ирину, которая заботилась о нас все эти дни. Он в таком юном возрасте делает большой вклад в науку, занимаясь химией и большим проектом по зеленому синтезу металлических наночастиц для сухой чистки фруктов. Церемония открытия была классной. Я вижу, сколько трудов было вложено в мероприятие и ценю это. Тут я познакомился с новыми друзьями и двигаю науку. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Так, помимо науки, Фелдман занимается игрой на фортепиано, увлекается баскетболом и видеоиграми. Я играю в баскетбол и представляю свою школу на турнирах. На память о Якутии мы подарили нашему герою символический колокольчик с наилучшими пожеланиями. Действительно, на международных интеллектуальных играх можно встретить не только гениев, но и духовно талантливых людей. Привет, ребята! Вы знаете, как играть в эти национальные якутские игры? Если честно, мы тоже не знаем. Так давайте пойдемте и узнаем! Немножко набери. И вот так делаешь. Так, и одну берешь. О-о! Ну вот это я только что сегодня научилась играть. Да? Она уже как опытный чувак сказала. И самое то же самое все остальные. Ей 8 лет, а мне 17. Отличная игра, мне понравилось. Я уже успел выиграть приз. The winner for champions
Get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know. 'Cause I played it cool when I was scared of letting go. All events of Yakutia International Science Games for today successfully ended. And we want to summarize what we did. Dear friends, let's sum up the fourth day results. At IT Hackathon competition, young programmers have presented their projects and also touched on the topic of global problems such as combating climate change, innovation, technology, and quality education. There are 20 teams with 3 participants, including a programmer, designer, and a manager. They make sketches of websites, applications, and services. During the competition, a masterclass on design and management are held by the experts. Special invited guest designers will share their experience with young talents. After that, the IT specialists will start their practical part. The catering is one of the key moments of the games. In order to achieve success, you need to eat well. Nutrition services prepared qualitatively for this event. The menu changes every day. It includes meat, fish dishes, various sides dishes, desserts, vegetables and fruits. Every day for breakfast, lunch and dinner, the staff of Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare of Russian Federation comes to the dining room to conduct another check in the framework of international games. At the end of the day, National Culture Party was held. Children from all countries participants proudly represented their culture and countries. It was clear how guys love and appreciate their culture. This became the unifying force of all nationalities in the land of Олонхо. Казалось бы, совсем недавно здесь проводилось торжественное открытие международных интеллектуальных игр. Ну а сегодня мы уже подводим итоги 4-го дня. Ну и как мы и обещали, вопрос дня. Внимание, вопрос. От этого болит голова и лопается в доме труба. Ваши ответы можете отправить по указанному номеру. Ну а на этом сегодня все. Смотрите наши дневники каждый день в 21:00. Всем пока!